Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. В студии Оксана Александрова и коротко о некоторых происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. В ночь с 13 на 14 июня 2018 года неустановленное лицо, находясь по улице Куйбышева, дом 22, путем подбора ключей проник в магазин «Кабачок» и похитил деньги в сумме 20 тысяч рублей и системный блок видеонаблюдения, причинив ущерб на сумму 27 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В период с 20 часов 22 мая по 10 часов 24 мая неустановленное лицо, находясь на первом этаже первого подъезда дома 117 по улице 30 лет Победы, похитило велосипед «Альтаир» синего цвета, принадлежащий жителю данного дома. Причинен ущерб на сумму 4000 рублей. Также в ночь с 17 на 18 июня неустановленное лицо, находясь в подъезде 6 дома 83 по улице 30 лет Победы, тайно похитила подростковый велосипед «Стелс», причинив ущерб владельцу велосипеда на сумму 8 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отдел МВД России по городу Канашу напоминает, что в весенне-летний период традиционно отмечается рост краж велосипедов. На текущий момент можно сказать, что данный вид преступления стал бичом. Значительно увеличилось количество краж велосипедов по сравнению с прошлым периодом. Так, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано уже 10 фактов краж велосипедов. Чтобы не стать жертвой преступления, необходимо соблюдать простые меры, которые сведут к минимуму риск хищения двухколесных транспортных средств. Не стоит оставлять без присмотра ни в подъезде, ни около школы, магазинов. А в случае такой необходимости стоит использовать на короткое время тросовый замок, а велосипед оставлять в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения. В ночное время желательно заносить велосипеды домой или иное закрываемое помещение, так как даже если у вас есть специальное запирающее устройство, оно не обеспечивает стопроцентную сохранность вашего имущества. Необходимо записать серийный номер рамы велосипеда, чтобы в случае его хищения сразу сообщить его сотрудникам полиции. Значительно облегчит поиск пропавшего велосипеда его фотография. Если вы стали жертвой преступного посягательства, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Своевременное обращение существенно повышает вероятность раскрытия преступления по горячим следам. Телефон полиции знает каждый – 02. А вот с мобильного телефона необходимо набрать 102. Также можно набрать номер единого экстренного канала помощи 112. Поговорим об ответственности за неуплату административного штрафа. Данная категория дел подсудна мировым судьям, и таких правонарушений становится все больше. В случае неуплаты административного штрафа в добровольном порядке он может быть взыскан принудительно с заработной платы, с пенсии, других доходов, а также путем обращения взыскания на имущество должника. Сегодня, согласно статьи 20.25, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, неуплата административного штрафа, предусмотренный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок до 50 часов. Таким образом, неуплата в срок штрафа в размере 500 рублей может повлечь иное 1000-рублевое взыскание. При этом предыдущий штраф также будет подлежать уплате. Кроме того, указанные изменения также позволяют составлять протокол по статье 20.25 КоАП РФ судебному приставу-исполнителю. Напоминаем, что административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП России за неуплату в срок в административном штрафе наступает на 71-й день после вынесения постановления, то есть по истечении 60 дней добровольного срока оплаты и 10 дней срока для обжалования. Если вы утеряли квитанцию, вы можете обратиться в кабинет номер 109 отдела МВД России по городу Канашу, расположенного по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43.
Сотрудниками отдела внутренних дел по городу Канашу ежедневно проводится работа по выявлению административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий на территории города Канаш за период 2017 года выявлено 3 правонарушения по части 2.1 статьи 14-16 КоАП России за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним гражданам. 3 индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности и подвергнуты штрафу в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме этого, 1 продавец торговой точки города Канаш привлечена к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ за продажу табачной продукции несовершеннолетним гражданам и была оштрафована. Уважаемые предприниматели города Канаш, обратите ваше внимание на то, что наши с вами дети с ранних лет начинают употреблять алкоголь и табак. Регулярно проводите профилактическую работу с продавцами вашего предприятия и организаций в целях недопущения продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним гражданам. Общими усилиями мы вырастим здоровое поколение. На этом наш выпуск завершен. С вами в студии была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.